дорогие, доброе утро, Ирти Хелшин. С вами снова Лейла. Друзья, смотрите, какая у нас погода. Сегодня 11 марта, а как будто бы зима. Вот то, что не было зимой, идет сейчас снег, холодно. У нас 4 градуса мороза пишут, но ощущается как минус 12. Знаете, друзья, я с утра посмотрела и за скотиной, и за цыплятами, за всем этим. Ой, так было холодно, что снимать не хотелось. Ветер такой прям вот пробирает до костей. Я не знаю. Но ничего, пускай. Как раз хорошо, что не распустились почки, ничего такого, что в это время мороза. Лишь бы потом чуть-чуть попозже не было. И, как я вижу, везде такая погода. И, друзья, вчера мне в комментарии писали, отелилась ли моя корова. Моя корова действительно, да, отелилась. Можете меня поздравить, представляете? У нее 8-й теленок, у меня было 7 бычков. И вот, наконец-то, у меня телочка, родилась девочка. Можете меня поздравить. Надеюсь, моя Марта, уже мы ее назвали Мартой, потому что родилась она в марте. Моя Марта будет похожа на мою корову. Очень бы хотелось, потому что я очень люблю свою корову. И, машалла, она у меня хорошая, действительно, как корова. Поэтому я просто рада. Ой, друзья, действительно очень холодно. И у меня сегодня очень много работы. Что и как, почему вчера не снимала, я скажу. В дома уже сейчас холодно. Покажу вам теленочка своего, наверное. Цыплят я перевела тоже. Сейчас покажу вам и цыплят. Вот такие вот у меня дела. Так, ну пойдемте. Пойдемте покажу вам теленочка своего. Ой, блин, как холодно. Сейчас. Так. Не будет темно. Так, сейчас переключу вас. Так, вот, друзья мои. Марта. Маленький, конечно, холодно. Ему родился прям в такую холодную погоду. Рано утром, 3 часа утра. Еще вчера 3 часа утра он родился у меня, друзья. Вот такая у меня радость. Ну, худенький, я не знаю почему. Хотя корова у меня уже 2 месяца с лишним даже в запуске получается. Ну, на высоких таких ногах, более-менее похожа на мою коровочку. Так, видите, ножки белые, мордашка белая. Вот такие вот у меня дела, друзья. Так, по-моему, у меня вспышка не включилась. Не знаю почему. Темновато в сарае, потому что мы завесили все. Это старшенький бычок, это младшенький вот. Это отдыхает, а корова как будто бы первотелка. Только подойду кормить, так вообще страшно начинает мычать, чуть ли не разбирать, не ломать мне весь сарай. Вот такие вот дела, друзья, у меня. Ты, мамина дорогая, Манечка, Маня, все беспокоишься о своей? Ну, конечно. И это тут мне хочет, чтобы я его полоскала, да? Где мой золотой бычочек? Мишка. Это у меня Миша. Видите, эти 2 у меня черненьких. А Марта родилась как мамочка, похожая на мамочку. Будем надеяться, что и корова из нее получится такая же, как моя Маня. Марта. Тьфу. Ой. Видите, как холодно. У нас. Вы, наверное, не видите, конечно, что холодно. Вот такой снег идет, ветер, мороз. Для нас, конечно, и 4, и 12 градусов. Это очень холодно, друзья, для наших регионов. Так что вот так вот. Понакидали они мне тут всего. Купила 2 мешка пшеницы. У меня пшеница закончилась. И дорогая, друзья, пшеница. Представляете, она раньше в прошлом году, ну, еще под осенью, стоила 500 рублей мешок. Максимум выходила 500-550, а сейчас 900 рублей за мешок. Представляете? Надо вообще, что снегом не занесло. Вот такие вот дела. Так, пойдемте, сейчас я вам покажу цыпляточек своих, которые я вам не показывала, между прочим. Так.
Так, друзья, ну и вот это последние цыплята, которые, помните, у меня выводились инкубаторы, когда начали выводиться. Я после этого как-то у меня не получилось их показать. Вывелось у меня 63 цыпленка. Но я вам скажу, у меня штук 10 все-таки уже отсеялось. Они все-таки оказались у меня слабоватенькими, потому что, я вам говорила, перед выводом у меня температура в инкубаторе упала до 29, и поэтому, мне кажется, вот так вот произошло. Они некоторые были слабенькие. Вчера только их перевела сюда, до этого дня они у меня были в коробках прямо в доме. А цыплята, которые были здесь, я перевела в другую кладовку. Я вам покажу тоже, что я с ними сделала. И вот тут вот у меня были большие цыплята, их тоже перевела. Гусят и утята у меня вот здесь, видите? Вот такую поилку я сделала. Ну, вернее, я не сделала сын. И вот тут вот они пока под этим столом, вы видите, какие огромные уже стали. Гусята и утята, а погода такая плохая. Ну, неплохая, но холодная для цыплят и утят. Так, дверь открыла, им стало холодно, и поэтому вот так вот. Видите, все они у меня серенькие, черненькие. Но они, получается, не серые, не черные, а прямо такие полосатенькие. И видите, некоторые все-таки двух цыплят я тут увидела, но потом вам покажу поближе как-нибудь, еще когда перышки больше вырастут. С кучерявыми перьями. Я их перелёстышами называю. Вот так вот, друзья. Вот вам мое хозяйство. Небольшое пока. Так, и вот, друзья, это те, которые были там в клетках у меня, видите? Сюда я их выпустила на пол. Постелила сено в этой кладовке, где у меня вот перепелочки. Перепелок тоже понемножечку мы уже убираем, потому что им уже год, их нужно убирать. Видите, это 4, которых было побольше. А это вот эти все, которые 15 штук. Вот отдельно у меня сидели в этом брудере. Теперь в этом брудере сидят маленькие. Вот так вот. Устроились они. Сейчас буду их кормить. Вот такие они будут, больше те, которые там в клетке тоже. Вот такие вот полосатенькие. Видите, вот как петушок. У меня петушочек уже кукарекает даже. Этот побольше который. Вот так вот. Видите, петушков. Эти два петушка, две курочки. Но они пока еще такие пугливые. Вот так вот. Красота, да и только. Но холодно, очень холодно. Ну, у меня тут плитка горит. Так что ничего. Вроде бы они чувствуют себя комфортно. Вот так вот. Сейчас буду их поить, кормить. Остальных я покормила, а эти остались еще. Это перепелки кричат вот так вот. Сын, который приехал с Москвы, говорит: боже, как они так, как они кричат мне. Прям красиво. Так, хочу посмотреть, что там у нас на улице. Я очень редко выхожу со двора, поэтому хотя бы немножко выгляну. Я обычно так делаю неделю один раз, хотя бы выглядываю, что там у нас на улице творится. Ой, мамочки, вот как. Да ничего, никого на улице нет, потому что очень холодно. Очень ветер такой. Ой-ой-ой. Ну, сейчас пойду делать манты на заказ. Моих сегодня тоже нет дома, они уехали, ну, вернее, моих, да и моих тоже нет, один только сын пока дома, который приехал из Москвы. И гости пока уехали по своим делам, и Ибрагим на работе, а старший сын с старшей дочкой уехали по своим делам. Ну, даже далеко уехали, короче говоря, их не будет пока дома. Вот так вот. Ой, ну ладно, побегу я. Буду уже вести, как говорится, свой ролик из комнаты, а то холодно. Так, ну вот, друзья, я уже начала делать манты. Уже почти 3 лотка сделала. Дочка уже 2 раза аж мне позвонила. Вернее, не позвонила, а написала в WhatsApp: мама, ты делаешь? Я все-таки сегодня ее подвела, если честно. Потому что эти манты, в принципе, должны были быть закончены еще вчера. Но вчера у меня не получилось, как моя дочка смеется. Мама, когда же ты разгонишься?
Так, ну расскажу, почему вчера мы не успели снять. Она мне звонила, что есть заказ мант утром, когда я вам еще в вчерашнем ролике об этом говорила. А потом позвонила и сказала, что еще один заказ, но не мант, а на обед нужно приготовить. У нее там свои эти, таких заказчики, которые заказывают у нее, друзья, обеды. Не знаю точно кто, но часто заказывают обеды и только у нее. И они позвонили, хотя она и уезжала, и собиралась, там у нее там разные, нужно было собрать кое-какие бумаги. И говорит: мама, надо еще один заказ сделать, срочно к 3 часам, давай быстрее. Нужно было там пожарить котлеты, пожарить курочку, что еще там у нее было в заказе, омлет мясной сделать и салатики сделать, сугроб. Один был сугроб и второй нежный. Короче, вот такой вот заказ был вчера у нее. И поэтому она прибежала: давай быстро-быстро будем делать заказы. Короче, вместе с ней начали делать заказы. Хотя я там не очень-то участвовала. Она это прям буквально... Мне младшая дочка позвонила как раз, когда она делала, ну, когда начинала делать заказы. А потом звонит где-то через 1,5 часа, по-моему, и говорит: ну что, сделали? Что вы, где вы? Ну, до какой вы дошли? Я говорю: да, заказ уже давно отправлен. Так что Танзила это сделала вчера так оперативно. У меня, конечно, сейчас раньше, да, получалось бы, но не сейчас. И в итоге, короче, пока эти заказы, пока то все, потом приехала уже и сноха моя домой. Мы заговорились, разговорились, и уже ближе к 9 часам вечера дочка говорит: мам, ты что, не собираешься делать манты? Я говорю: давай, Танзила, я сейчас лягу спать, хочу очень спать, устала. А завтра утром рано встану, когда вы будете уезжать, и сделаю манты. Но утром встала, но пока тут то все, не знаю, короче говоря, их не сделала. И к обеду уже почти не получилось. Вот когда у меня идет, что я снимаю, это было где-то часов 11, где когда я вышла оттуда, где цыплята. Пока потом опять покормила наших мужиков. Пока посуду убрала. Короче говоря, время ушло. Вот так вот. Пока там лук нарезала. И сейчас уже почти 5 часов вечера. Так что, друзья, сегодня я заказ не выполнила. Она мне уже 2 раза сообщение написала: мама, вот они хотят манты. Вчера можно было отдать 4 пакета, а сегодня надо было уже 8, но я ни то не сделала. Короче, несерьезные работки. Ну, надо как-то, да, потому что она очень хочет, чтобы ее как бы клиенты не перешли к другому, чтобы сохранить своих клиентов. Меня очень просит. Так что будем поддерживать ее. Наверное, постараюсь сегодня, по крайней мере. Вот, пока еще даже с килограммом мяса не сделала. Оказывается, я действительно большая лентяйка. Вот такие вот дела, друзья. И знаете, я еще расскажу вам. Меня как-то моя подписчица спросила: мы думали, что у вас никто не покупает. Кто у вас покупает полуфабрикаты, все такое? Я думала, что у вас все девушки, женщины, хозяйки такие хорошие, что у вас ничего этого не покупается. Да нет, друзья, у нас те же самые женщины, те же самые хозяйки. Кто-то хорошая хозяйка сама делает, кто-то ленится, не хочет этого делать, а некоторые просто действительно работают и не успевают, поэтому они покупают. Не всегда, конечно, но покупают. Бывает, что вот иногда вот гости пришли, а у тебя нет ничего. Тоже быстро побежал там в магазин или если есть у знакомая, позвонила и прислали. Так что, друзья, у нас то же самое, что и везде. Полуфабрикаты пока это заказывают и готовую продукцию заказывают. Когда-то еще лет 10 тому назад, если даже не больше даже, я только переехала сюда жить, у нас такой есть магазин готовый, тогда был готовой кухни, там больше ничего не было, просто готовили, кулинария была для гурманов. Я хотела устроиться туда на работу.
И у них обычно, когда берут на работу, один день проверяют, что и как. Ну, короче, много объявлений, много людей приходят. И пошла один день там поработала. А вы знаете, я ну, это после смерти мужа как раз, я домохозяйка, по таким вот магазинам не ходила, не ездила. Тем более я жила тогда на стороне Малгобека, а это у нас тут Назрани. Такие вещи не покупала. Мне было даже странно, как и моя подписчица мне сказала, что манты, пельмени, жареная рыба, например, ну, готовые блюда, что покупают. И один день я поработала в этом магазине, чтобы, ну, посмотреть. Ну, не там, где готовят, а на продажу, продавцом хотела устроиться. И я тогда действительно удивлялась, как могут купить в магазине готовую просто жареную рыбу. Неужели так думала, сложно пожарить рыбу дома? Элементарно. Не запекать, не заворачивать, не заморачиваться. Не, там, ладно манты лепить, ладно пельмени лепить. Или те же котлеты, там уже более процесс долгий. Но пожарить рыбу, если даже она заморожена, аж буквально в каждом доме есть микроволновка. Разморозить ее не проблема. Посолил, поперчил, обвалял в муке, пожарил. Если нет, так в духовку закинул. Это 5-минутное дело. Платились такие деньги, покупалась рыба, жареная, домой на ужин. Вот этому я удивлялась действительно, как это можно. И, в принципе, удивлялась, как можно покупать там домой те же котлеты жареные, тот же пирог, тот же, ну, в смысле, не сладкий пирог, а именно вот с начинкой пироги. Пирожки, лепешки, эти же пирожки без ничего, ну, лепешки без ничего вместо хлеба, которые наши Ольгиш. В этот день, Каспер, как ты меня испугал? В этот день я действительно удивлялась, действительно очень многому. Я сама не думала, что у нас вот так вот у нас в республике покупают какие вещи. Оказывается, да. Поэтому, друзья, в действительности спрос на продукцию, на полуфабрикаты, спрос на и на готовую продукцию все-таки есть. Вот. И я об этом еще в этом убедилась, когда я работала в кафе поваром. Потому что и у нас было кафе и на вынос, очень много покупали на вынос. Например, если даже в больницу надо кого-то проведать, заказывали готовую продукцию, заказывали те же манты, и домой вечером на ужин, и ну, любую продукцию, что мы делаем. Так что, друзья, это не обязательно, что если у нас мы в Айнахе, то у нас вот все как-то все четко по расписанию, как говорится, что все умеют все делать, все, если даже и умеют, то все хотят. Нет, есть и кто не хочет этим заниматься, и может себе позволить купить готовую продукцию или хотя бы полуфабрикат. Вот так вот, друзья. Вот. Вот такие вот у нас тоже и есть. Поэтому и раз у нас есть работа. Потому что вот не все хотят готовить, не все успевают. Раньше, если честно, у нас у Айнахов женщины, как сейчас, не так уж сильно много работали. Работали, конечно, но по-любому, Каспер, как ты мне надоел, по-любому работала меньше. Сейчас в основном очень много работающих женщин. Ну и, конечно, они не успевают, конечно, они устают с работы, приходят. И, конечно, возиться с едой тоже им не хочется. И если они работают, тем более на работах, где могут себе позволить купить готовую продукцию или купить полуфабрикаты, они себе это позволяют. По большому счету, они правы. Но вы знаете, когда мне приходится что-то, хотя мне очень редко, я, наверное, даже и не помню, чтобы я покупала пельмени в магазине или манты в магазине. Действительно, не помню этого. Не из-за того, что я хорошая хозяйка или что. Просто мне даже жалко тратить эти деньги вот на полуфабрикаты. Я крайне редко еще могу купить галушки, если вдруг там у меня их нету, и пришли гости и именно хотят галушки, например. Ну, гости свои. Вот тогда я еще могу себе позволить купить галушки, и то купить галушки из кукурузной муки. Из обычной муки у меня тесто практически всегда в холодильнике, я его быстро готовлю. А из кукурузной муки не всегда у меня бывает кукурузная мука, поэтому вот я иногда и могу позволить себе. Но опять-таки очень крайне редко.
Вот так вот потихонечку и на этот вопрос ответила. Он был задан мне очень давно, и я на него не отвечала. Вот такие вот дела. Снег у нас только усилился, если честно, пока за это время, что я снимала утром. Сейчас хорошенечко метет и очень холодно. Вот. Я думала, сын приехал устроиться на работу, а так похолодало, что пока и на работу ему нельзя. Не знаю. И говорят, по-моему, весь месяц март будет такой холодный. В прошлом году тоже. Ну, в прошлом году и не был такой он холодным, но он был дождливым, с градом. Вот таким вот. Вернее, апрель был с градом и дождливым. Так, вот, друзья. Я вот чуть-чуть раскатываю, объясню, что я делаю. Делаю манты. Вроде бы мне кто-то просил показать, говорят, что как лепятся манты еще раз. Это уже моя дочка говорит, видимо, ее подписчики с Инстаграма. Показала бы она, как их лепят. Но сейчас не буду показывать, потому что немножечко спешу. А манты мне надо еще делать. Покажу потом спокойненько. Вот видите, это более толстое тесто пропускаю с увеличенным зазором в раскатке. А потом сделаю так, чтобы было потоньше, и еще раз пропущу. То если я вот так вот слишком толстое тесто пропущу на узком зазоре этого аппарата, то аппарат я сломаю. Конечно, этот аппарат хорошо бы усовершенствовать. Эта ручка постоянно отваливается и очень неудобно. Но все равно намного легче, чем раскатывать ее руками. Так что нужная вещь. Но по ходу потихонечку буду, может быть, если даже займусь этим делом серьезно, то куплю себе электрическую такую штуку. Ну, посмотрим, не знаю. Если мальчики найдут нормальную работу, устроятся, то, конечно, я могу так сильно и не работать. Надеюсь на это. Вот, раскатала потоньше. Вот, видите, не обваляла в муке, она чуть-чуть не прилипла друг к другу. Тесто. Все. Так, да, друзья, я сказала про гурман, что ходила устраиваться на работу тогда. И вам, наверное, интересно все-таки, устроилась ли я туда на работу или нет, да? Нет, не устроилась. Продавцом меня не взяли, как ни странно. Но со мной тогда на испытательном сроке были молоденькие девочки, а мне тогда было, ну лет, наверное, 40. Чуть-чуть больше, может быть. Все-таки девчонки помоложе продавцами выглядели намного лучше, и у меня не было варианта. Но меня через 2 недели вызвали, чтобы, ну, меня записали, что будут иметь в виду. Потом через 2 недели позвонили и сказали, что возьмут меня на работу делать салаты. Там и салаты продавались, и сейчас продаются готовые. Но я тогда уже за эти 2 недели нашла другую работу, устроилась в другой магазинчик, который потом сама же выкупила, купила его, такой железный магазинчик был. И сама работала уже на себя. Полгода поработала на того, у кого был этот магазин. И он мне предложил, если хочешь, можешь у меня его выкупить. Я тебе, он был нашим родственником, я тебе его отдам в рассрочку. И я вот частями выплачивала за магазинчик. Первое время там была, конечно, нормальная торговля, но потом что-то торговля стала похуже, и я сдала этот магазинчик в аренду. Так, очки падают все время. Вот такая вот у меня, друзья, история сегодня небольшая. Срочно нужно сажать семена. Мне прислали семена, друзья. Я вам покажу распаковку семян попозже. Не сегодня. Моя подписчица Оксана
Я не знала, что она мне их присылает, собирается прислать. Прислала понемножечку разные семена. Вот сегодня попросила сына, чтобы мне купил, не сегодня, а вчера еще, землю и стаканчики, чтобы посадить, и стаканчики, и эти, ну, контейнеры, в которых я обычно сажаю. И если успею, ну, скорее всего, нет, наверное, посажу сегодня, но если что, то завтра обязательно, потому что все-таки посевы мои опаздывают. Но я хочу все-таки, чтобы мне мой сын сделал эти дуги, обычные такие простые дуги, чтобы сделать парничок такой небольшой и сразу в парничок посеять помидоры. Она мне прислала разные сорта помидоров, невысоких, говорит, что они очень, ну, такие проверенные, что ей они нравятся. Ну, еще кое-что прислала из семян, и я потом сделаю распаковку. Вот такие вот дела, друзья. Не знаю, может, видно, не видно, как я их делаю. Когда сначала у меня дочка училась вот именно вот из круглого теста делать манты, они у нее не получались, она нервничала, когда хотела мне помочь. А теперь у нее получается намного лучше, чем у меня. И когда я уже леплю, она говорит: мама, у тебя они некрасивые. А раньше, говорит, мне казалось, что ты лучше меня их делаешь. Так что, видите, я могу и подзабыть уже. У нее намного сейчас четче и красивее они получаются. Соскучилась по Аишке. Уже только вот в ее роликах и смотрю ее. Она звонит, правда. Но как скажешь, давай приезжай к нам. Нет, ни в какую не хочешь приехать. И мой брат по ней соскучился сегодня. Говорит, если бы они ее привезли, то я бы с ней, говорит, так спокойненько наигрался. А то, говорит, я с ней не играл. Он очень любит детей. Очень любит с ними играть. Не знаю. Я боюсь, что пока у нас в доме, правда, не холодно, но вот как тогда, когда были морозы, боюсь, что будет холодно в доме, и вести ее боюсь. Правда, пока в доме тепло, ничего, вроде бы отопление нормальное. Вот так вот. Так, мне надо 4 лоточка. Быстренько их заморозить. И если успеет, сегодня отдать их все-таки, чтобы Танзилу не подводить. Она меня очень просила, но все-таки, по-моему, я ее подвожу. Так, слон зашел мой. И вышел. Москвич мой говорит, я за эту неделю поправился. Я, говорит, сам чувствую, что поправился. Ничего не делаю. Я говорю, ну, конечно, ничего не делаешь, лежишь, только кушаешь и чай пьешь через каждые 15 минут. Вот такие вот дела. Ну, вот этот вот заверну, последнюю мотушку. И попрощаюсь с вами. Может быть, успею сегодня еще выложить этот небольшой мой влог. Готовить сегодня ничего не буду. У меня есть заморозка. Может быть, успею. Ну, в этом ролике его не будет. Еще остались замороженные эти. По-французски, помните, я замораживала перед их приездом. Вот остались эти еще. И есть у меня манты. Но манты сегодня, наверное, не буду варить. А сделаю эти заморозки свои. Мне еще и корову доить, теленка поить. Теленок немножечко уже вчера, правда, еще немножко сопротивлялся, плохо ел, а сегодня утром уже хорошенечко. Я обычно не с соски, а с ведра его пою, пальчиком в рот ему, своим пальчиком в рот, и он сосет. Сегодня уже утром пальчик так начала сначала есть с пальчика, а потом вынула пальчик вроде бы, но все равно придерживать приходится, чтобы он чувствовал, что там где-то рука есть. Вот такие у меня хлопоты опять. Хлопоты с теленком, с коровой. Ну, это хорошие хлопоты все. На этом все, друзья. И большое вам спасибо за ваши комментарии. Все время забываю вам это сказать в сегодняшнем влоге. Огромное спасибо вам за ваши приятные комментарии, за ваши пожелания, за то, что вы
переживаете, что я устала, что мне нужно отдохнуть. Многие мне пишут в личку. Огромное вам спасибо, мне действительно все очень приятно. И после таких комментариев мне тоже хочется и выходить с вами на связь, и разговаривать с вами, и общаться с вами. Это очень стимулирует. Огромное вам спасибо. Ну вот так вот, друзья. Всех благ вам, мира и благоденствия. Ну вот как-то так.